Вітаю в ефірі «Тема дня» на телеканалі ЮА Крим. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Рада ООН з прав людини вчора ухвалила резолюцію про співпрацю з Україною. Документ серед іншого стосується окупованих територій. Як інформує прес-служба МЗС, документ передбачає, що Рада ООН з прав людини впродовж наступних 2 років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Резолюція ініціюється делегацією України у Раді ООН з прав людини, починаючи з 2014 року. Цього року схвалено 5-ту резолюцію, яка містить посилання на резолюції Генасамблеї ООН «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення Ради ООН. Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на 2 роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей. Про зміст цієї резолюції, її практичне значення, також про прояви расизму окупантів в Криму поговоримо сьогодні. З нами на зв'язку член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ескендере, добрий вечір. Чи ви нас чуєте? Так, чую. І перше запитання до вас з приводу цієї резолюції, яка була вчора ухвалена. Наскільки це було важливо і що дає фактично ухвалення цієї резолюції? Совет по правам человека ООН — это достаточно авторитетная организация, которая формирует, в принципе, повестку дня в Организации Объединенных Наций. Та резолюция, которая была принята вчера, она однозначно основывалась в том числе и на предыдущих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, и есть непосредственные ссылки. Понятно, что там 2 основных пункта резолютивных, и самое главное, то как раз вы перед тем, как сообщить мне, как связаться со мной, вы продемонстрировали речь, цитату министра закордонных справ Украины Дмитрия Кулеба. И как раз таки он и говорит о том, что самое главное, что Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека будут продолжать наблюдать за данным процессом, держать на пульсе. И это самое главное, основной посыл для россиян в том, что те нарушения прав человека, которые они совершают в отношении наших соотечественников, конечно же, они не будут незамеченными, а мы со своей стороны делаем все, чтобы информировать их, и для того, чтобы все-таки реакция международных организаций была, скажем, адекватной. Да, понятно, что за эту резолюцию проголосовало за 19, воздержалось 20 и против 8. Опять же, сателлиты России. Но при всем том, речь идет о том, что данная резолюция принята, и над ней работало 45 стран. И поэтому это очень важно. И учитывая то, что такой орган, как Совет по правам человека, принимает такие решения, это говорит о том, что в ближайшие 2 года действительно мы сможем дальше вести работу тесно со всеми структурами ООН по защиті наших граждан. Якраз зараз наші телеглядачі можуть на своїх екранах бачити, як голосували країни, те, про що ви говорили. А наскільки були очікувані результати Китай проти, Російська Федерація, Венесуела і там низка інших, як ви їх також назвали, сателітів? Здесь я бы сказал, я бы некоторых назвал бы сателлитами, такие как Армения, к примеру. А вот если мы говорим, или Венесуэла, а если говорить о Китае, то как раз-таки здесь очень интересная ситуация, которая получилась в рамках данного совета, заседания Совета по правам человека, и в том числе позиция Украины в этом вопросе. Дело в том, что у Китая самого достаточно серьезные проблемы с правами человека. И как раз-таки в начале Совета по правам человека, который начался 21 июня, и 22-23 уже было принято заявление о нарушении, о геноциде уйгурского народа в Китае. Вот здесь как раз-таки, опять же, это является хорошей картой
вот данное голосование для наших дипломатов, потому что Украина вначале поставила подпись в поддержку уйгуров, поддержку того заявления, но, к сожалению, потом отозвала. Но мы видим, как системно Китай не поддерживает позицию Украины на международных площадках, как на уровне принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, как по нарушениям прав человека, так и по милитаризации оккупированных автономной республики Крым, города Севастополя и Донбасса, так и не поддерживает непосредственно на заседании Совета по правам человека. Поэтому мы должны в этом случае, я считаю, Украина должна опять же делать серьезные выводы, и мы должны для наших партнеров демонстрировать нашу принципиальность, показывать ценности для Украины, тем более сегодня в международных судах Украина против Российской Федерации, как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном суде ООН, именно особенно вот в ООНовском суде, поскольку ЕСПЧ — это институт ООН, как раз рассматривается дело Украины против Российской Федерации по 2 конвенциям. И одна из них как раз нарушение расовая дискриминация в отношении крымских татар и этнических українців. Поэтому Ми вот здесь... до дискримінації ми ще повернемося. Ще хотілося, там, напевно, вже останнє запитання по цій резолюції. Ви зазначали про те, що 45 країн стали співавторами. Це і країни Європейського Союзу, Австралія, Албанія, Велика Британія, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ізраїль, і США, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія, Японія, зокрема. А в тому, з іншого боку, 19 делегацій проголосували за, якщо правильно я вас почула, а попередню резолюцію у 2019 році підтримали 23 делегації і 19 утрималися. А тут якось воно балансується, ми можемо говорити, що рівень підтримки той самий, чи про що це може говорити? Нет, здесь мы должны понимать, что Совет по правам человека входит определенное количество стран. И через определенное время происходит ротация. И поэтому это зависит от качественного состава. То есть инициатива от 45 стран, но не все те страны, которые были инициаторами, являются действующими членами Совета по правам человека. И поэтому здесь и получилось, что 45 стран инициировали, а 19 стран проголосовали. Поэтому через определенное время будет ротация определенных стран, и, соответственно, появятся другие страны, которые могут проголосовать за или могут проголосовать против. Поэтому то, что в данном случае все-таки большинство проголосовало за, то, что в данном случае была инициатива от 45 стран, и в первую очередь цивилизованных стран, конечно же, это влияет на позицию ряда стран. И даже те страны, которые пытаются воздерживаться, во всяком случае, они хотя бы не вредят самому процессу принятия данной резолюции. Поэтому вот именно поэтому таким образом происходит 23 и 19. Сейчас я просто в качественном плане не смогу вам сказать, какие именно страны ротировались, но во всяком случае это такой процесс, он принят просто. Это системность такая в Совете по правам человека. І також про ООН, але трошки з іншого ракурсу хотілося б продовжити. Асоціація реінтеграції Криму представила спеціальне подання до анкети спеціального доповідача ООН з питань сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості. Наскільки я розумію, ви також приймали участь в створенні цього спеціального подання, правильно? Но дело в том, что эксперты АРК, многие из экспертов являются в том числе экспертами Крымско-Татарского ресурсного центра. И понятно, что у нас получается ряд действий, которые направлены в международном направлении. Конечно же, они у нас сбегаются, и, конечно же, наработки часто у нас совпадают. В данном случае Крымско-Татарский ресурсный центр отдельно готовил свои предложения для отчета, который обсуждался 13 числа, проект отчета генерального секретаря ООН. И в данном отчете не были отражены, на наш взгляд, 6 пунктов. И, соответственно, с этим мы, конечно же, направили странам, членам Совета по правам человека письма
с предложением внести дополнение в этот отчет. И дополнения у нас такие. Это преследование членов Меджлиса крымско-татарского народа, в том числе в виде заочного расследования. Это расовая дискриминация в отношении крымских татар, этнических украинцев в сфере трудоустройства, образования, культуры, медицины, правоохранительной системы, социального обеспечения. Это длительные дискриминации крымско-татарских женщин на полуострове. Наиболее уязвимыми являются родственницы политзаключенных, и мы перечисляем данные, сколько жен, сколько детей, матерей, вернее, дочерей. Мы также отметили, что вопросы функционирования системы охраны здоровья на полуострове в условиях пандемии следует обратить серьезное внимание ООНовских организаций, в частности, генерального секретаря. Про экологическую ситуацию, потому что сегодня очень актуальным является проблема глобального изменения климата и влияния антропогенного на эти процессы. И, конечно же, в Крыму оккупант действительно совершает экоцид. И это, конечно, вопросы проблемы с земельными участками у граждан Украины, которые отказались принимать российское гражданство. Конечно же, еще один пункт, который важно было бы отметить, это вопрос проблемы детей. Детей, особенно политзаключенных, которые лишены надлежащего ухода из-за того, что сегодня порядка 200 детей, из-за того, что их отцы сегодня находятся в стенках ФСБ. Что мы ожидаем в ближайшее время? Конечно, мы не ожидали, что все эти изменения сразу, все эти дополнения будут внесены в отчет, но в соответствии с процедурами мы надеемся, что на следующий отчет генерального секретаря ООН обязательно будут учтены эти моменты. И, конечно же, наши эксперты, и в том числе и эксперты АРК, они, конечно же, будут активно это отслеживать и работать в этом направлении. То есть мы действительно согласованно эти все вещи делаем. Чи є якась реакція після того, як ви розіслали ці пропозиції, ці зауваження? Я вам скажу честно, мы не ожидали какой-либо реакции, что нам сразу начнут отвечать страны, члены Совета по правам человека, потому что, по большому счету, мы не являемся гражданами их стран. И поэтому у них нет обязательства отвечать нам. Но мы однозначно, кроме того, послали данные предложения и дополнения и в наши официальные органы, в частности, Министерство иностранных дел Украины. И поэтому здесь это очередное с нашей стороны напоминание о проблемах Крыма. Это демонстрация, систематизация этих вопросов. А в-третьих, конечно же, очень важно, чтобы, к сожалению, чтобы в дальнейшем мы могли активно работать над тем, чтобы были организации как факультативные члены, которые могли бы принимать участие в Совете по правам человека. И мы, кстати, над этим сейчас активно работаем. Потому что в Совете по правам человека может участвовать не каждая общественная организация, она должна пройти определенную процедуру, где, в принципе, мы также можем сталкиваться и сталкиваемся на практике с противодействием Российской Федерации. Поэтому в данном случае мы продолжаем вести работу. Наши юристы ведут в этом направлении профессиональную работу. Конечно же, очень важна поддержка наших официальных органов, нашего представительства украинского, для того, чтобы все-таки это пролоббировать. И дальше, конечно же, мы должны активно, своевременно, грамотно информировать международное сообщество. І в тому числі на сайті Асоціації реінтеграції Криму, в тому поданні, в інформації про нього, яка є на сайті, вони, зокрема, говорили про умови ненависті, про підбурювання до насильства, які транслюють в тому числі російські окупаційні органи на півострові. Це так само було відображено і в тій інформації, яку ви розіслали? Да, но мы же не можем дублировать документы, а мы делали больше акценты на, скажем, на тех пунктах, о которых я говорил. А Ассоциация реинтеграции Крыма, они больше акцентировали внимание именно на ненависти и этих процессов. Для того, чтобы, поскольку мы обе украинские организации, и, соответственно, мы должны
скажем, показывать с разных сторон те проблемы, которые сегодня есть. И я думаю, это будет эффективно, тем более дальнейшее отслеживание, скажем, наших документов, прохождение наших документов очень важно, и мы над этим будем продолжать работать. То есть не то, что там сразу мы получим от кого-либо ответ, а мы увидим, скажем, появление самих документов на чьих-либо ресурсах. Якщо все-таки те, що ви прописали, те, на що ви звернули увагу, буде прийнято країнами, буде якось враховано в майбутніх документах, наскільки це буде важливо і що це буде означати? Ну, в первую очередь, мы просто расширяем те проблемы, которые существуют на территории Крыма. И мы сегодня реально понимаем, что есть проблема с экоцидом нашего региона, и Украина как государство, которое не контролирует данную территорию, не может никак повлиять на эти процессы. Мы говорим опять же, об этнических крымских татарах и украинцах. И поэтому, конечно же, мы надеемся, что данные пункты, о которых мы говорим, данные темы, конечно же, если не в 100%, но будут учтены и будут, скажем, отражены в дальнейших отчетах. А мы над этим будем работать дальше. Дальше у нас наступает осень, когда будет собираться третий комитет, когда снова будут готовиться резолюции для Генеральной Ассамблеи ООН, где, опять же, как минимум планируется, что будет две резолюции, одна по милитаризации, другая по правам человека, нарушению прав человека. Кстати, сейчас активно проводится дискуссия о том, чтобы отдельно выделить резолюцию по экоциду. Поэтому здесь, опять же, нам надо в синергии работать с нашими государственными органами, с нашими миссиями украинскими, для того, чтобы мы целенаправленно, четко, грамотно это все отработали с нашими партнерами. И как раз-таки некоторые из этих пунктов в том числе будут оговорены и в рамках Крымской платформы. Я в этом уверен. И поэтому мы, во всяком случае, будем поднимать эти темы. Якщо повертатися до тих тем, які ви говорили, до тих пунктів, ви сказали 6 основних пунктів, яких не було. Якщо зупинятися там коротко на кожному з них. Перше, ви назвали переслідування. Які найчастіше якісь приклади переслідування, які можна назвати для того, щоб люди зрозуміли, про що ви? Да, когда мы говорим о преследовании членов Меджлиса крымско-татарского народа в виде заочного расследования, то вот только за последние полгода мы можем однозначно сказать, во-первых, на протяжении всего времени, после того, когда оккупационные суды разного уровня, как и в Крыму, так и потом Верховный суд Российской Федерации вынесли решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа и не исполняют, скажем, пункты резолюции как Генеральной Ассамблеи ООН, так и европейских международных организаций, а также и не выполняют промежуточное решение Международного суда ООН. Кроме того, за эти полгода активизировались, скажем, рассмотрения дел, и, к примеру, был вынесен приговор в отношении председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, которому заочно оккупационные суд приговорил к 8 годам лишения свободы, соответственно, там 200 часов работы и так далее, и 200 тысяч штрафов. В данном случае мы должны рассматривать не как преследование Рифата Чубарова как личности, а мы должны говорить о том, что это преследование председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Уже я не говорю, я сказал вначале о том, что Меджлис крымско-татарского народа не может собраться, и, кстати, члены Меджлиса всех уровней не могут себя в Крыму открыто назвать членами Меджлиса, потому что за это, соответственно, их сразу начнут преследовать. Это живой пример. Далее, если мы возьмем тему расовой дискриминации в отношении крымских татар, этнических украинцев в сферах трудоустройства, образования, культуры, медицины и так далее, то мы здесь однозначно можем сказать, что украинский язык или право украинцев на образование на родном языке, здесь динамика такая катастрофическая, когда на момент оккупации, если существовало 6 украинских школ,
и были украинские классы, то сегодня единственная школа, и то по официальным данным оккупантов, существует единственная школа с изучением крымско-татарского языка, и то до 9 класса в городе Феодосия. На самом деле там тоже наши активисты ставят под сомнение то, что на самом деле там изучают украинский язык. Или если мы возьмем крымских татар, то действительно сама динамика идет на уменьшение по изучению или по образованию на крымско-татарском языке. Так, к примеру, если на момент оккупации было 384 класса, то на сегодняшний день 199. Если было 15 школ, то официальных школ в соответствии с данными оккупационной власти всего 7 школ, которые сохранили статус крымско-татарского языкового обучения. Я уже не говорю о дошкольных, о системе дошкольного образования, где также практически отсутствует или с отрицательной динамикой уменьшаются данные школы, данные учебные заведения дошкольные. Далее, то если мы говорим про длительную дискриминацию крымско-татарских женщин на полуострове, то мы видим, что количество женщин, которых лишили права нормальной семейной жизни, права даже на свободу, и кроме того, тенденции 2020 года, они явно показывают, что кроме преследования их мужей, начали преследовать самих женщин. Именно их привлекают к административным наказаниям, выносят, и, соответственно, их могут оштрафовать. И, соответственно, здесь мы должны на это реагировать. Уже не говоря о детях, когда мы говорим о девочках, когда мы говорим о матерях политзаключенных. Поэтому это те реальные цифры, реальные показатели, которыми мы апеллируем. Причем мы перечислили 64 женщины, 119 матерей и 98 девочек-политвязней, дочерей. Поэтому здесь это живой показатель. Что касается системы проблемы с ковид, то мы сейчас видим, как происходит явное обострение ситуации с ковидом. Мы знаем информацию о том, что в системе, в СИЗО и в колониях заболевают наши соотечественники, но им не оказывается, скажем, своевременная, компетентная, адекватная медицинская помощь. И это также нас беспокоит, потому что эти люди, мало того, что они арестованы, находятся в застенках ФСБ, в отношении них проводятся репрессии непосредственно в том числе и в тюрьмах, когда их направляют в ШИЗО, направляют в изоляторы. При всем том, им еще и не оказывают своевременную, компетентную медицинскую помощь. Далее, когда мы говорим об экологической ситуации, мы же знаем о том, что Российская Федерация неоднократно пытается показать Украину в негативном свете, что Украина перекрыла воду и таким образом создает проблемы. С другой стороны, мы даем четкие обоснования, они у нас собраны. Мы сняли специальный фильм, где мы Крым обезвоживание, где мы четко обозначаем, что проблема с водой в первую очередь это не рациональное использование естественных водных ресурсов в Крыму, что вырубка лесов, что, скажем, вырубка зеленых насаждений в заповедных зонах и заказниках, это все ведет к нарушению экосистемы в Крыму. И, конечно же, мы не можем молчать, мы должны об этом говорить, потому что это все влияет на ситуацию в Крыму. И, соответственно, какой Крым мы получим, мы уже должны сегодня думать. Ну і далі, коли ми говоримо... того, як говорити, ще хочеться про трошки інший аспект сказати. Асоціація реінтеграції Криму на своєму сайті написала, що вони запросили спеціального доповідача ООН в Україну. А наскільки можливо, що представник ООН приїде сюди для того, щоб поспілкуватися, можливо, з людьми, які зазнають, зокрема, тих утисків, про які ви сказали, і побачити це все вже на власні очі? На самом деле у специальных докладчиков в системе ООН есть институт спецдокладчиков. Спецдокладчик, там, допустим, по ликвидации всех форм расовой дискриминации, спецдокладчик по нарушению окружающей среды, спецдокладчик по коренным народам и так далее. И, соответственно, у каждого спецдокладчика в той или иной сфере у них есть мандат, так называемое странновое посещение, то есть посещение стран.
И, конечно же, обычно у любого спецдокладчика, у них в планах обычно бывает, что посещение 2 стран в год. Ну, учитывая, что был коронавирус, пандемия коронавируса, конечно, этот процесс, он немножко так затормозился. И поэтому сам процесс или сама инициатива приглашения спецдокладчиков в Украину — это очень важно. Потому что когда приезжает спецдокладчик, то тогда Украина официально и те организации, которые инициируют, способствуют этому процессу, оказывают содействие в непосредственной встрече с жертвами, которые описываются в том или ином докладе. Поэтому в данном случае Ассоциация реинтеграции Крыма, она поступает вполне правильно, и это правильные процессы для того, чтобы те институты Организации Объединенных Наций, в данном случае мы говорим об институте спецдокладчиков, они могли посещать Украину, могли посетить приграничные территории, мы бы могли бы организовать в том числе и приезд людей на территорию подконтрольную украинскому государству, украинской власти, для того, чтобы спецдокладчик с глазу на глаз мог провести соответствующие беседы. Поэтому это очень важная инициатива. Кстати, мы неоднократно также работали над тем, чтобы, допустим, есть вот, и когда мы говорим о коренных народах, чтобы кроме спецдокладчика по коренным народам посетил еще экспертный механизм по правам коренных народов. У них тоже есть такой мандат странового участия, странового визита. И как раз таки их рекомендации, они могут помочь как самому государству, как преодолеть. Ну, мы понимаем, что Украина не контролирует Крым, но как бы там ни было. И с другой стороны, в своих отчетах они могут давать более четкую объективную информацию, и это дает более полную аргументацию. Тем более мы все-таки находимся в судебном разбирательстве, как в Совете, в Международном суде ООН. И любые такие отчеты, они дают аргументацію для суддів для прийняття адекватного рішення. Тож будемо чекати, чи будуть візити і нові вже якісь або резолюції, або доповіді. Сподіваємося, будемо ще про них говорити. Дякую, що долучилися. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ми з вами побачимося вже завтра о 20:05. Далі дивіться новини кримськотатарської. Гарного вам вечора.